Ну а сейчас поговорим о моде. Изменчивой и капризной она давно подчинила себе человечество. За модными тенденциями следят сегодня все. В каждой новой коллекции одновременно и эхо истории, и шаг в будущее. Астинские дизайнеры тоже идут в ногу со временем. Покоряют международные конкурсы, сотрудничают с иностранными компаниями и получают крупные заказы со всего мира. Не удивляйтесь, если далеко за пределами Осетии встретите человека в рубашке с астинским орнаментом или в шарфе, очень похожем на башлык. Что вдохновляет астинских дизайнеров и как удается сохранить национальные традиции в современном обществе, выясняла моя коллега Алана Тамаева. Работы здесь много, перерывов практически не бывает. В этой творческой атмосфере студенты физико-математического факультета по эскизам создают волшебные образы. Каждая деталь прорабатывается, у всех элементов свой сакральный смысл. Для всех этих ребят мода – важная часть жизни. Они мыслят визуальными образами, вдохновляются миром вокруг и все свои идеи реализуют с помощью ткани. Рядом всегда опытные преподаватели, которые направят. У нас очень хорошая лаборатория, где мы можем заниматься. Здесь есть специалисты, которые могут подсказать, поэтому здесь есть все возможности. Я думаю, при большом желании можно все, покрыть все вершины. Поэтому, если человек очень хочет, он найдет как, где и что сделать. Студенты факультета на протяжении 6 лет покоряют подиумы различных конкурсов. Даже далеко за пределами Осетии об астинской моде знают. И каждая победа вдохновляет ребят на новые творения. Мы выезжаем довольно часто, и каждый раз к нам проявляется большой интерес. Всегда подходят, спрашивают, интересуются. Когда-то такой же студенткой была и Фатима Колиева, работала в экспериментальной лаборатории Дома моды. А еще ездила на семинары в Москву, оттуда привозила на родину современные технологии и направления. Эта индустрия в Осетии за последние десятилетия изменилась полностью. Сейчас у астинской молодежи безграничные возможности, и нужно не бояться выходить за рамки привычного. Астинская мода может и должна быть нетривиальной. Народного костюма можно взять и крой, и цвет, и силуэтные решения. И наряду с эстетическими какими-то показателями, все показатели, можно сказать, каждый элемент, он функционален в народном костюме. О функциональности и сакральности астинского национального костюма знают все в Центре развития искусства «Айват». Традиционный орнамент – мощный оберег и в наши дни. У астинского орнамента функция была не только декоративная, но еще и сакральная. Ее чаще всего размещали на рукавах, на обшлагах, на краях платьев. Это в основном растительный орнамент, так как мировое древо, богиня-мать. Дизайнеры Центра придумали, как адаптировать все эти уникальные орнаменты в современном мире. Это элементы одежды и аксессуары. Сетуют, нужна поддержка инвесторов. Развитие массового производства дизайнерской одежды в Осетии приведет однажды к мощному развитию легкой промышленности. В современном деловом костюме, который абсолютно может быть пригоден для офисного стиля, мы разместили вот такой вот наш национальный голубку. И вот такой текстиль мы производим, маечки. Если бы, допустим, пустить это на поток, то наша молодежь с удовольствием бы покупала не Китай, а наши современные дизайнерские вещи. Создают оригинальные футболки, но не в больших объемах. Стараются сделать их современными, при этом не утерять самобытности. Так Абандурова уверена, молодежь в Осетии мыслит очень творчески. Если вы обратите внимание на мою футболку, на ней изображен стрит-арт, который нарисован в Цхинвале, в Южной Осетии. Там проходил фестиваль уличного рисунка, который должен был облагородить здание после войны. И вот этот стрит-арт, на нем изображены горы. Горы – это наше достояние, то, чем мы должны гордиться. Вот я его перенесла, свой рисунок, на одежду. И я считаю, в этом как раз-таки есть доля искусства современного. Центр развития искусства «Айват» – уникальный социально-культурный проект, объединяющий творческую молодежь республики. Это площадка для развития самореализации не только дизайнеров. Недавно провели дизайнерский показ «Айв Фолгонс». Еще один, уже более масштабный, будет весной. В ближайших планах открыть во Владикавказе учебный центр. Преподавать будут специалисты по пиару, дизайну, психологии, маркетингу. И это далеко не полный список. Мы обучаем молодежь работать перед камерой, учиться себя презентовать в интернет-пространстве. Все этапы коммуникации с медиасредой, они также приобретают
в нашем центре. И нельзя сказать, что остинская мода не развивалась. В последние годы невероятную популярность обрели национальные остинские рубашки, иначе говоря, ирон ходон. Их делают из разных тканей и создают комплекты для всей семьи. Уникальность ходона в ручной работе. Большая часть работы делается, конечно, очень кропотливо. У нее своеобразная обработка планки, своеобразная обработка застежки. Бывает, часто украшают ее национальными орнаментами какими-то, семейные гербы, также на ней вышивают. Что и говорить, в Осетии есть и активно развиваются свои оригинальные производства. Компания Аббат изготавливает ручные эко-изделия из вяленого войлока. Шерсть завозят из Германии и Италии. Производству вот уже 5 лет, не так давно появились изделия в национальном стиле. Сделали уникальный башлык. Он целый, из целого куска войлока. Видите? С целым алданбытом. То есть вот это все сплетено из 7 нитей 9-метровой. Руководитель компании Алана Абзарова делится. Войлоковаляние по всему миру набирает обороты, но в нашей республике отчего-то совершенно не популярно, зато очень востребовано за пределами Осетии. Остро чувствуется нехватка кадров, хотя этим ремеслом можно заниматься и на дому. Функционируют даже 2 образовательных проекта. В первом возрождали национальные ремесла, обучали традиционному плетению, созданию национальных косынок, сухому и мокрому валянию. Второй немаловажный проект – национальная школа войлока Осетии. Колоссальное количество желающих настолько радует. Пытаемся расширить наш охват, хотя это все достаточно сложно сегодня сделать. Мы же все абсолютно даем, у нас полностью бесплатные курсы. А это дорогое удовольствие. Да? Будем очень надеяться, что вот эти 2 проекта возродят, и традиционное войлоковаляние разовьется опять с новой силой. Творческий потенциал Северной Осетии уникален и безграничен. Это вот уже несколько десятков лет демонстрируют различные поколения дизайнеров. У каждого свой стиль, свое видение, но объединяет их одно – привязанность и любовь к родине, к Северной Осетии, ее историческим корням и традиционным символам и образам. Алана Томаева, Алан Суанов, Давид Бети, Владислав Туаев. Специально для программы «В итоге».